готовить впрок, знает солдатский вещмешок. Внутри от походного бодрого марша из личных вещей получилась каша. Все вверх тормашками. Где же Иосиф? Ищет медаль с позолотой с ребром. Иосиф на ней, покровитель его. Не, порядок. Святой нашелся. Солдат по глубинам мешка прошелся. Спички. На месте. Патроны. Там. В обертках разный солдатский хлам. Вот. Зеркальце потертое, облезлое. Но в него глядеться дело бесполезно. Так, мешочек соли. Немного перца. А где ж портрет подруги сердца? Нашел портрет. Не тая улыбку, вынул на свет небольшую скрипку. Ну, что вещь недорогая, нетрудно угадать. Чуть не поиграл, настраивай опять. Отдайте мне вашу скрипку. Нет. Продайте мне ее. Нет. Так поменяемся на... На это
Читать не солдатское дело. Читать не умеете? Ну и не надо. С этой наукой надо сами. Книжка эта, ну, как бы сказать, ее вовсе не нужно читать. Вникнуть немного надо ума. Только откроешь, читается сама. Книжки такой нет больше, понимаешь? Она, ну, как бы копилка. Вроде накоплены сведения о котировках, акциях, долгах, закладных, биржевых махинациях. И все без подвоха, без провокаций. Только открой ее, когда захочется. Посыпется золото, звание, почести. Мне поглядеть на нее сначала. Согласна, тут мнение наше совпало. О, ставки, акции, биржи, векселя. О, проценты на предъявителя. О-ля-ля. Займы, кредиты, закладные, тяжбы. Да тут хоть что-нибудь понять бы. Ишь ты, и верно. Читать читаю, но ничего шутки не понимаю. Еще попробуйте. И вы научитесь. Я знаю точно. У вас получится. Постойте. Ведь, если правда, то книги цены нет. А весь мой скарб, медали и эта скрипка сойдут всего за несколько монет. Но надо же. Невероятно честны. Не книги, а вам просто нету цены. Берите. Вас ждут ордена и награды, богатство, чины, наслаждение, услады. Ну, коли не шутите, мы были бы рады. Биржа. Курс на субботу 30-е. Это сегодня какое число? Сегодня четверг, 28-е. Надо же. Если книга не врет, можно крепко подзаработать. Зная практически все наперед. Слышь, солдат, отправишься со мной. Это зачем? Ну, чтоб научить меня, дружочек мой. Ну, видишь, со скрипкой мне не совладать. Ты должен мне 2-3 урока дать. Я много времени не отниму. Научишь, быстренько домой верну. А это надо ехать, а ли идти? Ну, да и вообще, до дома мне податься. Здесь близко. Да к тому же по пути. Коляска есть, но не пешим же таскаться. Невеста ждет. А отпуск небольшой, всего-то 10 дней. А там... Постой. Успеешь, говорю. К чему спешить? Тебе всего 2-3 денька пожить придется у меня. На все готово. А кров дадут? Да это не то слово. И кров, и стол, и баньки отдохнуть. На лошадях потом обратный путь. Поехали. Постой. А как с едой у вас? Отменно. Вкуснота. Невероятная. Посуда, обхождение приятно. А пьешь что? Да уж ни воду, ни квас. Все больше вина редкие, старинные. Наливки, коньяки, напитки винные.
Постой! Покурить. Махорочки дадите? Да что же вы такое говорите? Когда покурите сигар моих, навек забудете во словах таких. Каждая замшевый чехол упакована, да по краям золотую кайму окантована. Ладно. Нет! Была не была. Солдатские сборы недолги были. Богатству щедрым посулом рад. Гостить и учить отправляется солдат. И тот, похоже, правду обещал. Иосиф наш ни в чем нужды не знал. Он вкусно ел и сладко пил, и день и ночь играть учил. В чужих руках заиграла скрипка, солдат читать научился шибко. Так без забот 2 дня пробежало. Утро 3-го дня настало. Лишь только забрежила в небе деница, к нему ученик не замедлил явиться. Его спросил он голосом строгим: Ну что, ты готов к дальней дороге? Доволен ты? Обмана нет? Доволен я. Честный солдата ответ. Ну, раз все в порядке, и я довольна. Держать тебя здесь я больше не вольна. Давай бери пожитки и садись в коляску. Да не обессудь, коли будет тряска. Хочешь домой попасть поскорее? Да! Ну так держись. Держись сильнее. Мешок заплечный, под мышкой книга. Иосиф садится, коней квадрига. Копытами бьют, пар из ноздрей. Значит, едем! Едем живее! Ёлка коней поскакала ввысь. Звезды мелькают, только держись. Мелькают годы, созвездия, лица. Если бы крикнуть, остановиться, но нет. Коляска все дальше мчится. Доволен ты! Ну что, доволен? Сейчас и кони хребтопад! Цепился Иосиф в борта сидений. Мимо проносится сон видений. То ли почудилось, то ли приснилось. Кажется, время остановилось.
пришли. Виднеется наш дом. Привет, мадам Шаби! Не слышит, что ли? Привет, соседка! Это мы! На грядке хлопочет. А вон Себастьян! Снопы на телеге везет на ток. Эй, Себастьян! Себастьян, взгляни, браток! Себастьян, брат твой вернулся! Что это с ним? Он отвернулся. Стой, погоди! Я Иосиф, солдат! Как не узнать? Родной же твой брат. Дальше снопы Себастьян везет, а пыльной дорогой солдат наш идет. А вот и школа. Двор. Знакомый гам. Может быть, Иосифа узнает там. Но нет, все тщетно. Проходит мимо. Куда вы, господа? В своем ли вы уме? Иосиф я, солдат! Иосиф Дюпре! Идет он дальше. Дорога знакома. Вот они, двери родного дома. Здравствуй, мама. Куда же ты, мать? Мама! Ну должна же хоть ты, солдат, узнать. Тихо на улице. А как же невеста? Может, осталось в сердце ее для Иосифа место? Вон дворик, цветник, аккуратные грядки. Загляни за забор украдкой. Чужой мужик. Детишек двое. Замужем. Как же случилось такое? И тут как ударил. Осенило? Ведь то не 3 дня, а 3 года было! А!
всех, словно покойник. Солдата ударить не мог больней. Теперь он мертвец среди живых людей. Так мне и надо. Дурню беспечному. Нельзя доверять первому встречному. Что натворил? С голодухи, с устатка. Ведь душу продал. Отдал без остатка. И вот она, роковая ошибка. В чужих руках твоя верная скрипка. В войне не бывает жизни потерь. Что же делать? Что мне делать теперь? Живо, тварь! Выходи на бой! Ну и что же нам дальше делать с тобой? Ах ты разбойник! А, сейчас я тебя... А! Вы, сударь, видимо, не в себе. Прошу повежливей. Молчи. Так-то лучше. Теперь ты можешь соображать? Пора подумать о дальнейшей судьбе. Молчать. Вот так. Книга при тебе? Да! В барахлом вещмешке! Что за истерика тогда, скажи? Ты свои нервы-то попридержи. Имеешь все. Имеешь клад. Так кто ты? Баба? А солдат? А ну-ка, пусть видят прочие господа. Смирно! Кругом! На плечо! Ать! 2. Спину прямо. Мешок сними. Повернись. На меня посмотри. Хорош? Смирно стоять. Так, внимание. Вот это все снять, а вот это надень. Далось у солдатскую дребедень? Ну вот, теперь он горожанин, мирный. На место снова смирно. Где же книга? Книгу ты куда положил? А, ну да, ты уже говорил. Давай-ка принеси. Ну? Ну, что, нашел? Нашел? Теперь обратно быстренько пришел. Ты не держи ее так. Ну как же можно? С таким богатством обращаться надо осторожно. Возьми покрепче. Потеснее к себе прижми. Не потеряй, смотри. Не оброни. Такая книжка стоит состояние. Вот так и живи. Ну, Паря, до свидания. Скрипка у меня, книга у тебя. Наш обмен был честным. Вот добро твое, а вот добро мое.
претензии здесь неуместны. Стал он читать про счета, векселя закладные, и посыпались деньги. Да деньги большие, потому как все узнавалось до того, как оно совершалось. Только чтением он был озабочен, и стали деньги большими очень. Он все читал о процентах, об акциях и преуспел в биржевых махинациях. Денно и ночно читал захлеб. И только деньги греб да греб. А потом и того похлеще. Деньги превратились в дорогие вещи. Вещами он торговать начал, и от этого стал еще богаче. А вскоре и вещи стали мне не нужны. Потому как всего он вкусил сверх нужды. Он людей не жалел. Облапошить их трудно ли? Все ведь знал наперед. Все, что люди надумали. Знай, используй людишек на свое усмотрение. Они ведь живут настоящим временем. В общем, всего получил он сласть. Вещи, богатство, власть. Все у меня есть. Все, что душе угодно. И то, что у других, и это возьму свободу. Так Иосиф живет, как сыр в масле катается. Утром шоколад пьет, вечером гулять отправляется. Гулять отправляется. Так было и в этот вечер майский. Покой, отдохновение, воздух просто райский. Озарена листва вечерним светом. Жары той нет еще. Что будет летом? Субботний вечер, люди отдыхают. Сады цветут. Детишки в салочки играют. Дымок курится над горой не смело. Пчела жужжит. Деревья в пене белом. Таким покоем, счастьем полны. Трава, цветы, долины холмы. Постой, погоди. Послушай, не спеша. Во всем свой смысл. Во всем своя душа. Что человек, что дрозд, пчела или цветок. Всем в этот вечер словно радости глоток. Все благодарно аромат дыхают. А я, поди ж ты, ничего не ощущаю! Всем хорошо?
веселый, дружен. А я без денег никому не нужен. Живу я важно, богато, красиво, но не становлюсь от этого счастливым. Купить могу все, от парохода до дворца. Но не купишь радости от пения скворца. Пол могу выложить золотыми слитками. Но нельзя купить запаха маргаритки. Выходит, здесь мои деньги бесполезны. Спокойно, старик. Разберемся трезво. Выходит, многое нельзя купить от того, Что оно просто-напросто не стоит ничего. Того, что не стоит даже пятак, никак не купишь. Не купишь никак. и значит я нищий. Как последний босяк. Так скрипочка моя. Цена ей медный грош. Да, а звук был просто чудо как хорош. Просто жила в ней моя душа. Я ей хорош. И она хороша. Дьявол. Дьявол. Ты меня обокрал. Ты не скрипку. Ты душу мою отнял. Что же делать? Как прежним стать? В книге может ответ поискать. Всплываются строчки. Не чтение. Мука. Да, дорого далась чертова наука. Дьявол, дьявол, ты меня обманул. Ну что ты книгу швырнул? Да нет же, должна же знать, что нам сделать, чтобы тебе прежним стать. Нужно в книге посмотреть, как сделать так, чтобы тебе ничего не иметь. Сударь, как быть закладными? Будем выкупать или черт с ними? Опять же, 50 тысяч на счет. Переводите их на ваш текущий счет. Факс от разоренного вами судовладельца. Согласен на все, никуда не денется. Дворцы, пароходы, моря. Мои. Я один. Я везде и всюду один. Все боятся меня. Все завидуют. Было к чему. А ведь никто не знает, что значит быть из жизни выключенному. Весь этот шум, все эти крики из-за какой-то дурацкой скрипки. Пошла вон. Я сказал, пошла вон! Тянет, видно, как дьякон на звон. Так же и все. Покричат, повозмущаются. А потом, глядишь-ка, совсем соглашаются.
Держите. Мы, люди маленькие, но достоинство имеем. И занимаемся лишь тем, что сами разумеем. Тем лишь торгуем, что заработали сами. Предлагаем безделицу. Будете довольны нами? Тут спички, иголка, нитки, патроны там. В обертках разный солдатский хлам. Вот зеркальце, потертое, облезлое. В него глядеть дело бесполезное. Что, не нужна? Что ж, дело мое скверно, но вот что вам понравится, наверно. Медаль, взгляните, с позолотой серебро. Берите, попробуйте на зуб. Ну, поставьте на ребро. Ну да, изображение мало стерлось на медали. Его вы распознаете едва ли святой какой-то. Может, Херувим? Но все одно им кто-то был храним. И это не нужно. Я знаю что. Взгляните, великолепный портрет. Рамка, стекло. И пусть моим домыслом, конечно, тут и не место, но бью все в заклад. Это чья-то невеста. О, я вижу, вас заинтересовал таки портрет. Скажите «да». Спасибо, нет. А если предложить вам вот этот небольшой предмет? Сколько? Скажите, сколько? Беда с вами, господин, да и только. Да не волнуйтесь, а так, хотите подарю. Сколько, говорю, деньги любые, все, что хотите. А, вот видите, как теперь вы говорите. Ну, берите, берите, попробуйте сыграть. Перебирайте пальцами, ну, водите смычком. Ну, мы же друзья. О цене поговорим потом.
беды убежать. Ничего не осталось от былого лоска. Лишь усталость, а мелочи горстка. Книгу порвал, от богатства избавился. И не знаю, куда в путь дорогу отправился. Стало все, как раньше было. Только нет скрипки, медали, да портрета милой. Вот село на холме, там-де-де. Смотри, Иосиф, дело к вечеру. Остановиться можно, терять-то нечего. Вон, харчевня на пути. В окошке свет. Что ж, можно и зайти. Уютно. Хоть немного тесновато. Налей-ка, хозяин, водки солдату. Дьявол, дьявол. Я у тебя в плену. Все есть у тебя, я ничего не могу. Вот оно средство. Средство уникальное. А вот оно снадобье музыкальное. Что ты сидишь, уходим скорее. Да не человек она. Бежать не сумеет. Не сможет ничего, солдат. Прямиком ему дорога в ад. Знаешь, думаю, может статься. Сможешь ты с чертом посчитаться. От того, видать, не можешь ты избавиться от лап сатаны, что у тебя еще остались деньги чертовы. Ну и ну. Думал, я от богатства избавился. А гляди-ка. Денег в кармане прибавилось. Раз уж стал ты опять богатым, не сыграть ли тебе в карты с хвостатым? Проиграть солдату не сможет черт. Ты попробуй, он тебе вчистую обделит. Жил солдат. Молодец. Да пришел ему конец. Слышишь? Конец. В картишке. Как? Играете? Есть тут такая медь? Что, никак торопитесь обеднеть? Не скоротать ли нам за картами часов другой? С превеликим удовольствием, мой дорогой. Он выиграет, избавишься от денег и спасен. Еще у нас попляшет тон. Деньги на кон. Моя гора. Почем? По 10 су пойдем. Шутник. 2 франка. Это дело. Вы что-то расходились слишком смело. Скрипочки-то нету. Книжечку порвал. Оставались денежки, да деньги проиграл. Боюсь, что вам со мной не сладить. Советую поменьше ставить.
молодец. Во деревне за городом. Проигрался храбрец. Да и помер. От голода. Будешь помнить наперед, как играть со мной. Был богаче, домой, видать, пойдешь. Босой. Ставлю. Я вам этого так не оставлю. 50 еще. И еще 50. Тише, сударь. Тише вам говорят. Видите? Выигрываю. 3-й раз подряд. Все, оставь, иди в банк. Все ставлю. Я вам этого так не оставлю. Мой туз, туз пиковый, а ты-то? Моя червона дама. Бита. Опять моя взяла! Тихо, он пойдет сейчас. Теперь попотчуем вас, чтобы совсем дух из него выбить. Налей-ка ему еще стаканчик выпить. Отметьте выигрыш, Ваша честь. Увидимся, Бог когда есть. Я? Нет, А, потом. так вы не здоровы. Тогда за ваше здоровье пью. И вам стаканчик еще налью. Ты надо мной издеваешься? Осторожно, сейчас повалится. Что такое? Дайте посмотреть. Что, не хотите скрипку отдавать? Ну? Похоже, кому-то не хватило вина. Ах так, ну тогда на! 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 Готов. Ты ему не ночевал. Давай, солдат, бери свое добро.
помочь. Заболела юная королевская дочь. Дочь королевская не спит, не ест, не пьет. От того-то и барабан на площади бьет. Да и сам король ни сна, ни отдыха не знает. За принцессу очень уж переживает. Он велит повсюду барабаны бить и народу волю свою объявить. Без различия званий, достатку и чину. Тот, кто болезнь определит причину, кто проявит в исцелении хватку, чтоб победить принцессину лихорадку, у кого умений и знаний достанет, тот принцессе мужем, королю зятем станет. В общем, просит помочь ради всего святого, и замуж выдаст все равно за кого, лишь бы была здорова. Здорово, солдат! Меня ты не знаешь, а я тебе рад. Солдатскую косточку за версту видно. Да никто нас не ценит. Вот что обидно. Я ведь тоже служивый в некотором роде. Узнаю тебя я в своей породе. Хоть и постарше буду, но могу сказать я. Мы с тобой все равно, что братья. Хочешь, тебя угощу, браток? Ладно. Давай поболтаем чуток. Слышал? На улице голосили. Да, невесту с богатым приданым сулили. Хворает принцесса, страдает папаша. Ну так где не пропадала наша? Если солдат за дело берется, хворь быстренько вылетит. Может, возьмешься? Попробуй-ка, вылечи. А я бы и сам не прочь. Все-таки королевская дочь. Только нет справедливости на свете. Уж есть у меня и жена, и дети. А ты, парнишка, вольный, молодой. А что тебе стоит-то соврать? Разок-другой. Что, пойти во дворец? Ну да, робость тут неуместна. Так, мол, и так. Я, мол, целитель известный. С умным видом лоб потрогай. У принцессы лоб горяч. Ничего. С любою хворью справится искусный врач. Подскажу, как женщину лечат. Не ремеслом, а вниманием, улыбками, музыкой, цветами, пониманием. Лекаришки в болезнях не больше твоего разумеют. А на чужих несчастьях спокойненько руки греют. Ну а если не получится? Да просто уйдем. Делов-то только и всего. Если ж видит какой-нибудь прок, мужем принцессы станешь, браток. Что, была не была? Что скажешь в ответ? Черт меня побери. Почему бы и нет? Терять-то мне нечего. Что я сижу? Тотчас отправлю. Успею до вечера. Может, я в дворце найду любовь и уважение, пока другой не завладел их королевским расположением. Прощай, приятель. Мерси за совет. Как-то он хитро прищурился в ответ. Но новой надежде несказанно рад, в королевский дворец отправляется солдат.
Солдатик будет вечером. Меня он не видал. Не знает он, что все предусмотрено впрок. Принцесса, болезнь, харчевный дружок. Пусть бедный мальчик мне послужит. Солдатик, душка, в моих руках отныне ты игрушка. Сделана лишь половина дела. Со скрипочкой я обхожусь умело. Из ученика стал я музыкантом серьезно. Играю смело, уверенно, виртуозно. Теперь и другим овладею не спеша. Дело за малым. Осталась душа. Лечить принцессу! Я лекарь военный. И вы туда же. Много здесь всяких перебывало. Только принцессе легче не стало. То другие, Ваше Величество. Говорю с почтением, что средства имею всем на удивление. Ну, начинайте скорее лечение. Да точно неплохо. Совет был хорош. Но если другие могут, то я-то что ж? Хватит мне одиночество мучиться. Что-нибудь придумаю, а вдруг получится. Слышите, деточка, принцесса? Смотри,
сумел черта одолеть. Значит, и вам не придется болеть. Жизнь возродится. Место есть в надежде. Здоровье вернется, станет все как прежде.
черт лазеечку найдет всегда. Спереди мне закрыт проход, залезем через черный. Тебе я прошлое твое верну, так опять захочется попасть в родную сторону. И тогда снова скрипку мне вернуть придется, но теперь уж навсегда. Ну, да, ты солдат, будешь рад, полетишь кромешный. Говорят, что от добра искать добро не след. Ведь былого не вернешь, ему не скажешь нет. А искать вчерашний день к чему? Он прошел, а значит так и быть тому. Счастье. Штука зыбкая и ненадежная. Погостит да улетит, как пыль дорожная. Привалила, так живи и радуйся. Да на день прошедший не оглядывайся. И вот, под утро томный взгляд на мужа бросив, она к нему и молвит так. Иосиф! Иосиф! Тебя совсем не знаю я, но расскажи о том. Тебя совсем не знаю я, но расскажи о том, Как жил ты до меня? И где твой дом? как жил ты до меня и где твой дом. Ох. Мой дом — это очень далеко. Его забыть мне, право, нелегко. Так больно. Так сладко вспоминать мой край родной, долину, горы, мать. В той стороне солдатом я служил. Давно это было? Забыл. Давай поедем? Давай поедем. Что ты, милая? Как можно? Я к черту в лапы там попал неосторожно. Давай же, милый, соберемся. Давай же, милый, соберемся. Туда-обратно и домой вернемся. Туда-обратно и домой вернемся. Так быстро
что никто и не заметит так быстро. Что никто и не заметит. Щебечет, ластится. А все в больное место метит. Тебе ведь тоже хочется туда? Тебе ведь тоже хочется туда? О да! О да! О да! Задумался, солдат? И вправду. Что такого? Вдруг ничего не станется дурного? Ну, как мать меня теперь признает. И жизнь моя еще милее станет. Тогда уж будет нечего желать. Все будет. Все, о чем лишь мог мечтать. Пошли. 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 Вокруг пейзаж привычный. И дом родной уж недалеко. Вон, колокольня поднимается высоко. А дальше камень пограничный. Пришли. Красиво. Погляди. А где она? Она осталась позади.